Всем привет! Сегодня 31 августа, последний день лета. Перекресток улицы Октябрьская и Пояркова, Юнского. Здесь начинается автовокзал. Давайте прогуляемся. По улице Аюнского. Посмотрим, что тут интересного у нас. Есть вот рябина здесь растет. Деловой центр. Вот, смотрите, какие грозди ее большие. Ну, тут, конечно, улица пыльная эта, поэтому тут никто ее не собирает. А так довольно много. Вот тут кусты. Довольно много ее здесь. Вот еще. Смотрите, она какая-то зеленая, еще не созрела. Короче, тут ее много-много-много. Сейчас уже 6 час, поэтому транспорта много на улице. Ну вот, солнышко выглянуло. А так вообще погода стоит пасмурная. Ну, дождя нету, но как-то пасмурно и прохладно. Сегодня утром я даже замерз в постели. Представляете, да, замерз. Хотя лежал под 2 одеялами, но было холодно. Вот сколько, видите, да? Это ягоды. Тьма тьмущая здесь. Туда, еще туда. Ух, тут аж эта ветка свисает. Но никто ее тут не берет. Здесь поставили вот такие вот, как это, горшки с цветами, да? Интересно довольно. Это мы сейчас двигаемся с вами в сторону университета северо-восточного СВХУ. Ну вот такая вот у нас погода сегодня, последний день лета, уже по сути дела осень в Якутске, осень. Поэтому ожидаем потепления небольшого, как говорится, бабье лето, когда наступит. Смотрите, вот береза, и тут листья уже пожелтевшие местами. Здесь торговые ряды, Покровские торговые ряды. Вот это вот Совкомбанк, филиал. Заманивают своей халвой. Так, сейчас немножко надо мне будет зайти по делам. Так, а здесь сверху поснимаю немножечко для вас улица Аюнского. Вот, это вид с другой лестницы. Такое. Ну, давайте еще погуляем. Кстати, завтра 1 сентября, и будут торжественные мероприятия по поводу 390-летия города Якутска. Вот, с завтрашнего числа где-то неделю будут идти. Ну а здесь вот через дорогу там строится такой центр, здесь будет интересный, много всяких объектов находиться там. Долгое время он был пустой, но сейчас вот занялись его уже как год
Его делают ремонтом, обнесли забором по периметру, и там происходят какие-то работы. А мы по улице Петровского с вами прогуляемся. Вот перейдем на этом перекрестке и в ту сторону пройдем. Довольно-таки интенсивное движение. Смотрите, сколько транспорта. Переходим дорогу. Вот здесь камеры на этом перекрестке висят. Тут много камеры. Тут, конечно, если правила нарушишь, дежурная часть едет. Если правила нарушишь, то тебе сразу же штраф придет. Водителям, естественно. Смотрите, уже листья березы пожелтели. Так что осень уже наступила. Вдоль улицы Петровского такие вот дома здоровые, выстроены. Продуктовый магазин Петровского называется. Проходим дальше. Ну, здесь тоже, вот смотрите, по этой улице транспорт ходит. Кстати, переход. Надо успевать перейти по зебре, пока у нас светофор, зеленый свет для пешеходов. Экспресс-эконом, парикмахерская. Все стрижки от 100 рублей. Представляете, да? Тут, похоже, детский сад какой-то. И вот здесь вот у нас находится Унипроф. Медицинская клиника. Вот она. ПЦР, УЗИ, узкие специалисты. Вот телефончик. Кому надо. А здесь гостиница «Лидер», отель. Номера, видать, даются на первом или где этаже. Проходим дальше. Тут у нас улица, вроде бы как Толстого, да, вот это вот улица Толстого. А здесь вот такой вот у нас водоем, речка. Такая небольшая речушка. Или я извиняюсь, не Толстого, а Тургенева. Что-то я уже спутал. 20-ка поворачивает, повернула. Ходит по этому. По-моему, Тургенева улица вот эта. Так, и здесь нету светофора. Надо как-то успевать перейти улицу. Вот московский здесь торговый дом, или Никольский он называется. Никольский. Угу. А вот этот жилой комплекс вроде бы как называется Московский. Здесь дискаунтер продуктовый. Ну и здесь вот раньше был Гербалайф. Сбалансированное питание, вон вывеска у них висит. Ну, по-моему, они съехали. Сейчас глянем. Ну и вот эта улица уже Лермонтова. Сейчас сюда залезу, подымусь на лестницу. Вот. Улица Лермонтова, улица Петровского. Не, нету. Все вместо Гербалайфа тут какие-то столы стоят. А здесь магазин всего понемногу. Так, ну, пройдемся тут немножко. Какие-то фирмы здесь. Аптека наша. Ветеринарная аптека.
магазин. Это кондиционер. О, смотрите, какой цветок. Прикольный. Так, что тут еще? Ателье. Еще пустая комната. Мелкий опт. Магазин закрыт. Ну и мы выходим. Осторожно, скользко. Так, все, вот вышли напротив остановки. Здесь остановка. Автобус 7, 8 останавливается. И вот перекресток довольно-таки интенсивный Лермонтова-Петровского. Так, ну давайте еще погуляем. Спускаемся по лестнице. Пока погодка такая вот, в принципе, ходибельная, даже нормально, да, как бы. Не жарко и не холодно. Поэтому можно походить, что-то поснимать. Ну, а я пока сниму перекресток. Какая здесь движуха, смотрите. Так, широкий угол поставить. Вот так вот лучше видно. «50 секунд еще стоять». Как она скрипит, а? Кошмар. Объявление. Квартира 600 тысяч рублей, первый взнос в Петербурге. 19 секунд осталось. Сейчас мы пойдем. Все. Двигаемся дальше по улице Лермонтова. Я тут раньше снимал довольно часто, но вот последний год или полтора-два редко снимаю уже. Поэтому, может быть, кому-то будет интересно. Здесь трансформаторная вот эта вот подстанция большая, мощная. И не вылезает. Тут высокое очень напряжение. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас убило, лучше этот забор не перелазить ни в коем случае. Дом Лермонтова 93. Вот такая вот там одноэтажное строение. Одноэтажное строение, но этими деревьями все заросло, поэтому его не видно отсюда. Ну, можно вот здесь вот что-то наблюдать. Видите, еще какие здесь крыльцо какое деревянное. Такое ощущение, что вы в каком-то там 19 веке. Ну, сейчас мы здесь немножко свернем сюда вот. Еще ходить возле дороги. Пыльно, грязно, шумно. Какая большая вывеска висит. Помощь наркоалкозависимым. По дворикам пройдемся. Здесь деревяшечка такая. Но она довольно еще хорошая. Кстати, у них здесь, смотрите, как все оформлено. Такие типа что-то виноград. Ну не виноград, тут смотрите, как все сделано, да? Теплицы у них здесь. Вон там насажены растения, всякие грядки. Смотрите, какие заросли, да? О, птица, даже птица есть. Все заросло.
Ой, смотрите, как здесь оформлено-то. Прикольно. Люди с душой подошли, да? Здесь вон там цветы на этом посажены в горшках. Здесь тоже, здесь теплица. И вот у них все заросло. Все заросло. Даже, по-моему, подсолнухи. Фламинго или кто это там. Все заросло. Балкон, видите, какой у них интересный. Уже все оформлено. И здесь, что прикольно, вот там все так вот все сделано. Видали, да? Смотрите, да? Интересно, интересно. И здесь вот этот вот подсолнух такой вот сделан. А мы прогуляемся дальше. Это улица Лермонтова по дворикам. Так, а здесь, я так понимаю, тупик. Я туда не пройду или пройду. Но вот эти дома, они хорошие, не понимаете, они как бы туда под землю не ушли. На возвышении построили, поэтому вот они такие, в общем-то, нормальные, сохранившиеся. Даже надпись вот ведется видеонаблюдение. Ну, тут тоже теплички, но уже тут никто ничего не высаживает. Гаражи, вот смотрите, как удобно вышли. Ну, вот гараж вот здесь вот с дома. Тут, кстати, пропустом, смотрите, как все заделано. Там, представляете, отдельная территория, можно вообще. А здесь вот так вот просто такой сеточкой. Это, кстати, у них тут помойка. Это для сухого мусора. А это выгребная яма. Ну тут запах, конечно, жуть. Ну, дома не благоустроены, поэтому вот так у них все оформлено. А это туалет, я так понимаю, на улице. Ну, туда можно дальше идти еще. Ну, здесь тоже когда-то что-то садили хозяева. Уже не садят. Кстати, смотрите, здесь какую-то дорогу сделали. Была она, не была. Давайте по ней немножко прогуляемся. Какой-то здесь грибок снесли. Здесь вот этот водоем. Это закрытый водоем. С кем он соединяется, даже не знаю. Но когда-то, видать, в половодье весной здесь могла течь вода, когда высокий уровень был, в реке протекать. Ну, сейчас, естественно, все засыпали, и, соответственно, вода здесь стоячая. Тут еще такой какой-то древний, смотрите, забор веточный. Вот, смотрите, все тут обвалилось, Помойка какая-то здесь, или что это, мусор свален просто. Ну и здесь гаражи двухэтажные. Где-то там собака лает. Нам надо на нее только не нарваться. Здесь бывают бегают, хотя в городе с собаками борются бездомными. Ну, ух ты, смотрите, тут ятец, какая здоровенная у них. Это что тут, теплотрасса, теплопункт получается, да? Так вот можно здесь, кстати, подняться или идти вот здесь вот по этой дороге. Ладно, пойдем сюда. Тут вообще такой райончик, конечно,
проходим под теплотрассой. Райончик, конечно, здесь, надеюсь, никто нападать на меня не будет, кроме собак. Так, а вот мы к этому жилому каменному дому вышли. Раз, сколько, четырехэтажный он, да, четырехэтажный. Так, вот тут все растет, березки так аккуратненько. Смотрите, на гаражах вот эти вот объявления, видать, чтобы их убрали. Мэрия периодически наводит чистки в городе. Так, ладно, вот тут запах, знаете, такой какой-то нехороший запах. Фу. Вот этими какими-то канализационными стоками пахнет, попахивает довольно хорошо. И здесь вот такие вот, да, домики. Двухэтажки еще есть, сохранились. Ну и вот когда-то, смотрите, здесь вот такой, что это такое здесь? Это, похоже, не жилое какое-то строение. А здесь вот такие вот гаражи. Ой, кладовки это называется, кладовки. Это жители таких двухэтажечек, они, каждая квартира имела доступ к своей кладовке. Вот, кстати, здесь вот тоже дворик вот такой вот. Ух ты, тут даже асфальт, смотрите, есть. Лермонтова 109. Дом. Вот у них тут асфальт. Представляете, да? Какие-то теплотрассы. Но почему они без этого? Их же надо обернуть. Видать, идут работы. Еще дворики аккуратные. Здесь гаражи, кладовки. Ну, вот еще люди, кому не лень, тут цветочки сажают, чтобы свою жизнь как бы... О, собака вон сидит. Собачара. Она на меня не нападет. Я туда не пойду, ладно. Вот здесь вот, короче, какой-то этот детская площадка. Так вот все здесь оформлено. Ну и мы здесь выйдем вот на эту вот улицу. Улица Лермонтова это. Ну, здесь такие вот дома. Их недавно построили. Лет им 7-8, где-то так. От баннера осталось такое вот крепление. Это такие вот тут баннеры вдоль дороги. Один убрали. Да, он тут пес Барбос. Вот он, это собака хозяйская. Видно, да? Ну и проходим дальше. Детишки на великах катаются. Ну и мы подходим к перекрестку улицы Лермонтова и Каландрашвили. Там уже вот район Сайсара начинается. Дальше, но мы туда не пойдем. Сейчас вот завернем на Каландрашвили. Я дойду до магазина больше-меньше. Там мне надо продукты подкупить. В этом доме, кстати, хозмаркет вот на первом этаже.